Дорогие друзья, уважаемые гости, мы рады вас приветствовать на нашей солнечной Дрожжановской земле. Мы рады приветствовать вас на наших мероприятиях, посвященных памяти нашего знаменитого земляка, прокурора Республики Татарстан 1992-2000-х годов, посвященных первому председателю Конституционного суда Сейфихану Хабибуловичу Нафиеву. В целях увековечения памяти нашего знаменитого земляка Сейфихана Хабибуловича Нафиева постановлением главы Дрожжановского муниципального района улицы, на которой расположено здание прокуратуры, в 2010 году было присвоено имя Сейфихана Хабибуловича Нафиева. И в день празднования 80-летия Дрожжановского района в торжественной обстановке с участием премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Шавкатовича Халикова, прокурора Республики Татарстан Кафиля Фахразовича Амирова была открыта мемориальная доска в честь названия улицы имени Сейфихана Хабибуловича. Я прошу вспомнить нашего великого земляка и возложить цветы в мемориальной доске. Можете меня информацию на Шифрарикмен, İlk mertesiz müteşi presi dersin. Здравствуйте. Виктор, Ахмед, спасибо. Класс. Хмельный напиток. Не становится. Здравствуйте, спортсмены! Добрый день, дорогие наши гости, наши дорогие спортсмены. Приятно, что в этом зале мы собрались. И, конечно же, в честь нашего земляка, тот человек, который является гордостью нашего района, Сейфихан Хабибулович Нафиев, проводим турнир по национальной борьбе кереч.
И, конечно же, приятно, что именно здоровый образ жизни мы сегодня прививаем нашу молодежь. И Сейфхан Кулыч сам был не раз чемпионом нашего района и Сабантуев. Я думаю, этот турнир будет всегда на территории Дружановского района, будет примером для всех, для нас, для нашей молодежи. И это благой традиция останется на века. Спасибо всем. Спасибо. Здравия желаю всем. Уважаемые спортсмены, уважаемые гости турнира, уважаемые судьи, участники, стало доброй традицией каждый год ко дню рождения Сайфихана Хабибуловича Нафеева проводить вот такие встречи на его родине с возложением цветов, отдавая им памяти, с проведением турнира по борьбе. Потому что Сайфихан Хабибулович сам любил эти мероприятия, любил спорт. Дрожановский земля для сотрудников прокуратуры республики стала давно уже родной землей. Мы сюда приезжаем с удовольствием, вместе с вами проводим мероприятия, находимся здесь. Поэтому сегодня мы открываем борьбу по национальной борьбе Куреш. Победитель в любом случае достойный. Всем удачи, всем победы! В прошлом году, вручая призы победителям, мы сказали, что здесь, в этом турнире, проигравших нет, что те, кто получил призы, и те, кто не получил, у них все еще впереди, но самое главное – это спортивный азарт, это борьба, и это, в конце концов, здоровье. Конкурс спортивный проводится в честь вашего знаменитого земляка. И надо сказать, что этот вид спорта не просто назвали именем вашего земляка, а именно потому, что он сам увлекался этим видом спорта. Он рассказывал, как приходилось бороться на Сабантуе, на соревнованиях. И я думаю, что старшее поколение еще помнит эти моменты. И вот я хочу пожелать, чтобы в этот раз тоже выиграла дружба, выиграл спорт. С победой вас! Предупреждение зеленого. Западем на спину. Чисто. Чисто победа один зал. Абдулалиев Марс. Предупреждение красного, за ней не могу. Мы здесь на минуту остановимся. Здесь, в нашей Стародержановской первой школе, становление тоже главы, образован полицейский класс, и представители этого полицейского класса нас хотят поприветствовать. İstenmişsiz hürmetli konaklar, medeniyet yurtumuzga рехимитегез. Вас приветствует учащиеся полицейского класса Стародержановской средней школы номер 1. Добрый день, здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем районе. We are glad to see you. You are welcome. Welcome to Дрожжаное region. Сезне за Кабулью, жена куря зуб, блядь. Село Дрожжаное прекрасное место, и здорово всем нам здесь жить. Мы вам очень рады и здравия желаем, давайте все вместе дружить.
Безнең яклар халкы белән, эше белән дә данлы Рахимкулов, Таҗетдинов, Сәйфиханнарның ягы. Күркәм традициялар нигезе күптән инде салынган. Безнең мәктәпкә 104 яшь, даны еракларга танылган. Wi-Fi бездә 3 этажда, интерактив такталар, бигрәк иркен спорт залы да шуңа мәктәп макталар. Компьютерлар, ноутбук, нетбук, ул безнең якын иптәш. Белемне алыр, өйрәнер өчен бирәләр безгә зур киңәш. Безнең сыйныф дәвам итә, ата-бабалар өчен эстафетаны тапшырырга үсеп килә яшь буын. Кто готов служить России? Я, ты и все остальные. Кто приумножит богатство страны? Я, ты, значит мы. Вперед, Россия, Татарстан алда. Без үзәбез күргән ялларда. Җитәр, булды, тоткарламый. Кунаклар көтсен түргә. Эшлисе эшләр бик күп бит. Уңыш булсын һәр кемгә. Спасибо. На партийной конференции в городской Казани. Дөньяга яңа кеше килде. Өйгә, гаиләгә яңа ям, юаныш, куаныш, бәхет өстәлде. Шуның белән бергә яңа туган сабый ата-анасына өстәмә мәшәкатьләр дә китерде. Аларның иң беренчесе балага исем кушу. Аңа нинди исем бирергә? Бу сорау һәрбер ата-ананың баланың өлкән туганнарын, кардәш тумачаларын да уйландыра, борчый. Biz сугышка китәбез. Исемне кушарсың. Мине китәле. Allah'ım, dünya kuzedesin mi? Kızımızla neyinde isim koşarga oynayasız ulanlar. Әткәй, biz Хәбибулла белән Миргаяз исемен бик ошатып тора идек. Миргаяз? Гаяз гына булса, мин риза булган булыр. Ләкин исемнең беренче
ереше басамын. Өзіңіз білесіз, мир деген сөз татар тілінде нәрсені аңлатады. Есіңізге кішіріңіз әлі. Мәселе өгізіне мир өгізі деп атамағандар. Исіміне түрі келеге тиір. Hem şulu vakıtta motor işlerikli, ehemli, hem aynı etkiledir. Açar yazmış bilen kuru kurbanı çıkıyordu. Açar isim alıp katışkız diyenler bırakırlar. Siz ne işe oluyorsunuz? Şulay otası direse kesin. Belki anadolu'suna kuşurda isim yüzüne var. Var. Anadan doğal isimle uzalan edemedim. Menevi tekler. Ye eğitim suzma. Seyfil Mülük. Seyfil Mülük? Padişahlar kılıcı. Seyfil Mülük. Etki. Nima isimli ikinçilişini eğitilişi şamay. Çünkü her bir kişi özünce eğitip isimini bozarga mümkün. Mesela Seyfilük ye başkaca. Şulay bir tatası. Etki. Belki bütün türlü isimin vardır he. Eğer de biz ona Seyfi Han deyip koşsak, niçin oluyorsunuz? Seyfi Han? Seyfi Han? Seyfi Han! Arap dilinde Han kılıcı deyip anlatar. Figirek motor isim değil. Seyfi Han! Eğer de bu arada bize bulgaç, Molla şakırdı belki de. Anası var, istenimle eziliptir. Hazır atası hazır. Seyfi Hanım benim, Seyfi Han! Добрый день, уважаемые гости, дорогие жители нашего района. Сегодня мы в очередной раз собрались на торжественное мероприятие, посвященное памяти уроженца Дрожжановского района Сафихана Хабибуловича Нафиева, который снискал почет и уважение, посвятив всю свою жизнь трудному, но благородному делу, защите прав и свобод человека. Он ушел из жизни рано, но светлая память о нем хранится в наших сердцах. Нафиев родился 26 ноября 1941 года в селе Мочали Дрожжановского района. Мы, дрожжановцы, гордимся нашими земляками, которые, занимая высокие должности и вынося огромный вклад во имя процветания нашей республики, прославляли наш район. Слово для открытия вечера памяти предоставляется главе Дрожжановского муниципального района Александру Валерьевичу Шабликову. Уважаемые дрожжановцы, гости нашего мероприятия, сегодня мы собрались на ставшее уже традиционное мероприятие, посвященное памяти Сафихана Хабибуловича Нафиева. Сафихан Нафиев занимает почетное место в истории района и республики. Мы по праву гордимся нашим уникальным земляком. Четверть века Сафихан Хабибулович Нафиев работал в органах прокуратуры. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, организаторским способностям Сафихан Хабибулович прошел путь от помощника прокурора Дрожжановского района до прокурора Республики Татарстан. С 1992 по 2000 года он возглавлял республиканскую прокуратуру, внося огромный вклад в соблюдение законности и правопорядка, борьбу с преступностью. Много сил и энергии отдавал укреплению кадрового состава, улучшению материально-технической базы органов прокуратуры республики. В 2000 году Государственным советом Республики Татарстан Сафихан Хабибулович Нафиев был утвержден председателем Конституционного суда Республики Татарстан. С его именем связан процесс становления данного органа конституционного контроля за соблюдением прав и свобод человека и граждан, исполнением Конституции Республики Татарстан, высокий профессионализм и ответственность за порученное дело, внимательное и доброе отношение к людям, интеллигентность и внутренняя культура снискали Сафихану Хабибуловичу большой авторитет и уважение. Уважение республики, уважение Российской Федерации. За последние годы в Дрожжановском районе проведена определенная работа по увековечению памяти Сафихана Хабибуловича Нафиева. В память
о Сейфхане Нафиеве установлена мемориальная доска на здании Мочелеевской начальной школы, в которой он учился с 1947 по 1954 годы. Ежегодно проводится турнир по борьбе на кубок имени Сейфхана Куйбулыча Нафиева. Установлена мемориальная доска на здании прокуратуры, и именем Сейфхана Нафиева названа одна из центральных улиц села Старой Доржанове. И символично, что на ней располагается здание прокуратуры Доржановского района. Учреждена ежегодная премия Доржановского муниципального района имени Сейфхана Нафиева за значительный вклад в охрану общественного порядка и профилактику правонарушений, за эффективную реализацию задач районных антикоррупционных программ по борьбе с терроризмом и профилактике экстремизма. Сохранить память о замечательном земляке Сейфхане Куйбулыче Нафиеве и передавать ее из поколения в поколение наш долг и обязанность. Его трудовой и жизненный путь – большой вклад в развитие системы прокуратуры, достойный уважения и преклонения. Спасибо. Спасибо. В целях поощрения сотрудников правоохранительных органов, работников муниципальных учреждений, организаций, предприятий и граждан Доржановского муниципального района, внесших значительный вклад в охрану общественного порядка и профилактику правонарушений по формированию общественного объективного мнения и деятельности сотрудников органов правопорядка, глава Доржановского муниципального района учредил ежегодную премию имени Сейфхана Нафиева. Премия за 2013 год вручается депутату Совета Доржановского муниципального района, заместителю главы Стародоржановского сельского поселения Фариту Вазыковичу Галямову. Выполнял он по дому посильную работу, и это его закаляло. Девушки воспитали его в строгости. Он получил спартанское воспитание. С детства увлекался спортом и завоевывал призовые места. После окончания семилетки Мочалеев Нафиев пошел учиться дальше. Окончил школу в соседней деревне Паишево, которая находится в Чувашии. И ходить было в школу далеко, да и обучение велось на русском языке. Но он был настойчив и терпелив, и поэтому учебу закончил хорошо, да и плюс прекрасно освоил чувашский язык. После окончания Тетюшского сельскохозяйственного училища Сейфхан Нафиев начал усердно работать, сеял, землю обрабатывал. После армии женился и учился заочно в Казанском университете на юридическом факультете. Был не по годам серьезен и ответственен. Слово прокурору Республики Татарстан Нафикову Ильдусу Саидовичу. Добро пожаловать. Уважаемые доржановцы, уважаемые сотрудники прокуратуры, Конституционного суда, других правоохранительных органов,
уважаемые участники торжественного мероприятия, посвященного Дню памяти и дню рождения Сайфикана Хайбуловича Нафеева. Я сначала должен выполнить официально данное мне поручение. Вчера я разговаривал с советником генерального прокурора Российской Федерации. Он сказал, что генеральный прокурор передавал очень, теплые самые слова всем участникам сегодняшнего мероприятия, близким, родным. Самому приехать не удалось, потому что ввиду известных событий в стране, но прислал телеграмму, вот пришла правительственная телеграмма, позвольте вам ее зачитать. Москва, правительственная, Казань, улица Кремлевская, 14, прокуратура, Республика Татарстан. Уважаемые коллеги, примите поздравления в связи с празднованием годовщины со дня рождения бывшего прокурора Республики Татарстан Нафеева Сайфикана Хабибуловича. В сердцах коллег и друзей навсегда сохранится память о Сайфикане Хабибуловиче как человеке исключительно порядочным, мудрым, деятельным, всецело преданным своим отечеству, долгой профессии. Многие годы он посвятил служению закону, защите прав человека и гражданина. Внес значительный вклад в становление и развитие органов прокуратуры и Конституционного суда Республики Татарстан. Прошу передать родным и близким Сайфикана Хабибуловича и всем работникам прокуратуры Республики Татарстан мои пожелания крепкого здоровья, благополучия, процветания и дальнейших успехов в укреплении законности и правопорядка. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка. Эту телеграмму я передаю в музей Дрожжановский, чтобы она у вас была факсограмма, телеграмму я передал родным и близким Сайфикана Хайбуловича. В начале ноября я был в Генеральной прокуратуре, заходил к нескольким заместителям, и все с теплотой отзывались о нем. Звягинцев Александр Григорьевич, хотя непростые времена были, он был заместитель прокурора по Приволжскому федеральному округу. Сложные были отношения с республикой. Тогда как раз постоянно жим такой шел со стороны федерального центра. И Сайфикан Хайбулович, он твердо, всегда держал свою позицию. Но Звягинцев очень хорошо от него отозвался, говорит, это кристальнейший, честнейший, принципиальный человек. Поэтому передайте, пожалуйста, самые добрые пожелания. Я, говорит, в свое время хотел увидеть начальника управления, но вот получилось немножко по-другому. Сабир Гаджиметович Кихляров, тоже заместитель генерального прокурора, у него был, он тоже сказал, пожалуйста, передайте самые-самые теплые слова, сколько не встречался, это самые светлые воспоминания остались. Зайцев Сергей Петрович. Сергей Петрович он тоже передал наилучшие всем пожелания и самые-самые теплые слова только высказал. И просил Кофей Фрач экземпляр книги вашей, которую вы выпустили. Он говорит, пожалуйста, мне пришлите, я с удовольствием ее буду у себя держать и почитаю, и посмотрю. То, что сегодня Кофей Фрач будет презентовать книгу новую про Сайфикана Хайбуловича. Это Кофей Фрач, это как раз его достойное продолжение, достойный ученик, а мы все ученики и Сайфикана Хайбуловича, и Кофея Фразеевича. Сайфикан Хайбулович родился на этой Дрожжановской земле. Я всегда восхищался и думал, откуда такое упорство, такое трудолюбие, такое стремление, целеустремленность. А вот побывав несколько раз в Дрожжановском районе, я убедился, посмотрел, здесь, во-первых, земля у вас черноземная, да? Редко в каких районах Татарстана черноземная. Это призывает к труду, значит, надо работать, быть хлеборобом, выращивать хлеб в поте, в труде. Это формирует характер, формирует трудолюбие. Это, значит, формирует уже дальнейшую судьбу человека. Этот Сайфикан Хайбулович вырос здесь, в хорошем благодатном районе, в хорошем уголке Татарстана, в самом, может, отдалении, но здесь очень хорошие жители, очень хорошее население. И он здесь сформировался, сильный характер. Такие люди нужны нашей стране. И вот он сумел на всю республику прогреметь так громко, что слова прокурора, они были слышны и восприняты, и порядок всегда и закон торжествовал. И Сайфикан Хайбулович сформировал мощную когорту своих учеников. Вот я уже говорил, Кофею Фразеевичу, он сегодня будет презентовать книгу. Другие сотрудники, которые уже на сегодня разлетелись по всей стране в качестве прокуроров республик, областей, Зайцев Сергей Петрович, заместитель генерального прокурора, другие. Но мы, в свою очередь, сотрудники прокуратуры, мы остаемся
прокуратуры республики остается на своем посту, продолжает то дело, которое начато. Человек живет в памяти людей, мы все прекрасно должны эту память сохранить. Вот поэтому спасибо, во-первых, главе района, что он именно эту память сохраняет. Сколько здесь и улиц открыто, и памятный знак, и так далее. Кафир Фрейч, спасибо вам, что книгу, уже второе издание выдерживает книга Сайфхан Хайбулович Нафеев. И мы, сотрудники прокуратуры республики, тоже храним светлую память в наших сердцах. И мы оправдаем вот это доверие, которое нам было когда-то оказано, когда нас поставили на этот прокурорский путь, если мы будем свято блюсти эти традиции, укреплять законность и правопорядок. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья, хайрлы кен, хурматлы якташларым, кадерлы кунаклар. Я благодарен судьбе, что приходилось общаться с этим замечательным человеком, Сайфиханом Хабибуловичем. Он интересовался моим творчеством, слушал мои песни. И очень хорошо, что мы вспоминаем его сегодня. Это нужно и для ушедших, и больше, наверное, нужно для живых, для нас, для будущего поколения. Что мы вспоминали их, брали с них пример мужества, профессионализма, семьянина и просто замечательного человека. И я сегодня исполню всем известную мою песню из моего репертуара «Вайталар Каркваздары». выпустил книгу о своем предшественнике Сайфихане Хабибуловиче Нафееве, где были собраны воспоминания современников, документальные свидетельства. Эта книга – дань памяти Нафеева, одного из заслуженных и авторитетных руководителей Татарстана. От имени всех жителей Дрожжановского района мы выражаем вам свою благодарность и восхищение. Но сегодня Кафир Фагзардиевич еще раз удивил нас. На руках новая, переизданная, с новыми фактами и документами книга под названием «Служил закону». А ты интересуешься работой силовых структур? Да, хочу посвятить тебя защите прав и свобод человека. Но к чему ты это? Книга заинтересовала. А ты мог бы так просто написать книгу о таком авторитетном человеке? Ой, я сомневаюсь. Как думаешь, кто это мог сделать? Давай не будем гадать, а просто пригласим на эту сцену друга, коллегу, преемника по линии прокуратуры Кафиля Фахразеевича Амирова. Қадірлі достар, мен тәпкәріне үстісіне қазір айтмадым. Бұл бинада Сайфихан Хабибуловичның достарына жиылды деп ышанам. Уважаемые друзья, сегодня мы собрались в этом зале
для того, чтобы в очередной раз вспомнить вашего земляка, а нашего товарища, коллегу, и обменяться воспоминаниями. Причем я наблюдаю, что, несмотря на прошедшие годы, вспоминается у многих такие, вроде бы незначительные на первый взгляд вещи, но тем не менее это свидетельствует о том, что память о Сейфхан Хайбулче живет до тех пор, пока мы его помним. Книга рождалась удивительно легко. Минем әни әйтәдір, жай көне жүгіріп жүргенде шалбарны жыртадыр, башка күлмәкне, аны жамаган вакытта энемнең жыртыгын жамаганда җепләр чуаладыр. Менә нинди кеше җептә шулай ди. Вот когда я писал эту книгу, она писалась легко и действительно родилась всего через несколько месяцев после того, как Сейфхан Хайбулче не стало. Но я не могу сказать, что это только моя книга, потому что над ней работал весь коллектив. И все сотрудники внесли свою лепту, рассказывали о своих отделах, были свои воспоминания. Поэтому книга, мне кажется, получилась, что вот через 9 лет попросили ее переиздать. Но просто так, повторение, было бы неинтересно. Мы дополнили ее новыми фотографиями. Жизнь идет вперед, появилась улица, появился спортивный конкурс его имени. И все это нашло отражение в этой книге. Кроме того, хочу сказать, что земляки Сейфхан Хайбулче выпустили книгу о селе, где он родился. И вот туда я тоже написал статью, рассказывая о вашем земляке, о своем коллеге. И вот когда меня спрашивают, что самое главное, вы считаете, было у Сейфхан Хайбулче, и я, не задумываясь, отвечу. Я Сейфхан Хайбулче, как коллегу, узнал, когда его назначили прокурором Алькеевского района. Я был прокурор Вахитовского района Казани. Мы встречались на совещаниях, на коллегиях, и я как-то присматривался к нему. Все-таки я из столицы, а он из провинции. И видел его знания, его развитие общее, так сказать, и так далее. И когда он пришел к нам в Казань уже прокурором, и когда назначили прокурором республики, когда он стал работать, вот так между прокурором Алькеевского района и прокурором республики была огромная разница. У этого человека, и я всегда подчеркивал это его качество, была удивительная способность самосовершенствоваться. Если он чего-то не знал, он не стеснялся узнать. Вот, предположим, что-то обсуждаем, чувствую, он не очень эту тему знает. На следующий день он возвращается как бы невзначай к этой теме, и уже чувствуется, что он подготовился, что он прочитал, что он знает. Вот это качество, я считаю, его сделало таким значимым для республики, ну и, естественно, для вашего района человеком, что запомнился, стал знаменит не только сам, но и ваш район также прославлен благодаря этому. Вот эта способность к самосовершенствованию. Я хочу сказать, что в этой книге появились фотографии уже сегодняшнего дня. Это спортивные фотографии, это вечер торжественный, который в этом же зале проходил, люди, которые выступали. Поэтому я думаю, что она будет памятна не только людям, которые его знали, но и молодым. Тем более, что эту книгу, первое издание в прокуратуре республики, мы вручали тем, кто приносит присягу прокурорскую, кто вливается в прокурорскую среду. И еще одно качество я хотел бы здесь выразить. Это, ну я бы даже сказал, какое-то такое патологическое, что ли, отрицательное отношение к людям, которые говорят неправду. Я это заметил давно. И, честно говоря, никогда не скрывал то, что было хорошо или тем более плохо, потому что все равно он узнает, и я, как его заместитель, значит, только от этого пострадаю. Вот был такой случай.
прокурор республики продлял сроки ареста. По закону так положено. Я, как заместитель, должен был прочитать, завизировать и прочитать. Перед этим он начальником отдела строго-настрого сказал, что упало качество документов, грамотность, что много ошибок допускаете. Давайте внимательнее следите. И особенно нам, заместителям, вы не пропускайте ко мне неграмотные документы. Я сидел, занят был какими-то делами, приходит начальник отдела и милицейский следователь. Читать большущее постановление, где-то 9-10 страниц, у меня не было времени. Я спрашиваю, читал начальника? Читал. Ошибки есть? Нет. Я говорю, смотри, и визирую. Минут через 10 звонок. Зайдите ко мне. Захожу, эти два человека сидят красные. Значит, Саифхан Хаблов спрашивает, Кафир Кухразевич, скажите, вы читали это постановление? Я по своей, значит, привычке, о которой вам сказал, я говорю, Саифхан Хаблович, каюсь, я не читал. Я завизировал просто так. Он вместо того, чтобы отругать или что-то сказать, откинулся, довольный, и обращаясь к этим двум товарищам, говорит, вот видите, мои заместители мне никогда неправду не говорят. Видите, сразу вот сказал правду. Вот идите, исправьте, придете. Вот это урок того, что в таких вроде бы простых житейских ситуациях проходит невоспитательный процесс, показывается его характер. Поэтому я думаю, что земляки правильно чтут память этого человека. Он заслуживает этого. Друг детства, Мубезьянова Махмуд вспоминает. Сколько себя помню, мы всегда были вместе. Родились и выросли в соседних деревнях, учились вначале в разных школах, но, повстречавшись в Аишевской средней школе, умудрились остаться неразлучными друзьями на всю жизнь. Их объединяла любовь к природе, к охоте. Мубезьянова всегда повторял, мы с Афиханом оба были врачевателями человеческих душ. Он лечил исковерканные судьбы, а я, уставших людей, общением с природой, лесом. Не было случая, чтобы Сафихан Хабибулович, приезжая в Держановский район, не заехал бы в семью друга. Приглашаю на сцену заместителя руководителя Следственного управления Республики Татарстан Айрата Саидовича Ахмедшина. Что являюсь учеником Сафихана Хабибуловича Кафира Кухразевича. Следственное управление Следственного комитета России действительно, наверное, правоприемники прокуратуры. Прокуратура Республики Татарстан наш аргуматор. Я никогда, вот уже 6 лет как существует наша система Следственного комитета России, никогда ни на один день не забывал о том, что мы выходцы с прокуратуры Республики Татарстан, из Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Действительно, устраивались на работу при Сафихане Хабибуловиче. Я вот действительно, как Кафир Кухразевич вспомнил, и не один случай. Я помню его слова дословно. Те слова, когда я сидел напротив, значит, Сафихана Хабибуловича, значит, рассказал биографию. Так, как планируете, где следователем? Имейте в виду, молодой человек, если вы хорошо будете работать, трудиться, мы вас обязательно увидим. У нас очень быстро, значит, те ребята, кто работают, себя проявляют, строят карьеру, мы обязательно вас заметим. Но единственная просьба – работать от души и честно. Вот эти слова действительно я запомнил на всю жизнь. И с этими словами, в общем-то, я и по жизни иду. Кафир Кухразевич, Ильдус Аевич, огромное вам спасибо за то, что действительно вы, значит, в должностях прокуроров республики поддерживаете те, значит, традиции, которые, значит, установил Сафихан Хабибулович. Вот. Как надзорный орган нам легко, Следственному управлению, в данном случае, значит, нашему Следственному управлению, работать с прокуратурой республики. Вот. И еще я хотел сказать, что прежде всего благодарен Сафихану Хабибуловичу за то, что он оставил после себя такого сына, как Гумер Сафиханович. Я по праву горжусь, что он мой друг. Мы даже вот сейчас вместе сидели, разговаривали. Идем по жизни вместе, друг друга поддерживая, по-другому не дано. Гумер Сафиханович, я думаю, что ты действительно настоящий сын, настоящий, значит, продолжатель рода. Вот. Я думаю, что глядя на тебя даже вот, на эту фотографию и видя тебя, мне кажется, одно лицо с отцом. Оставайся таким же порядочным, таким же честным,
как отец. И продолжай его дело. Родился и вырос в очень непростое время в бедной татарской деревне. Среди братьев есть старший Нурмухамед Хисамов. Сайфихан Хабибулович был моложе своего дяди на 4 года. Тем не менее, Нурмухамед не считал зазорным приходить за советом. Был случай, когда Хисамова назначили директором Института языка и литературы имени Ибрагимова. Нафиев дал ему такое напутствие: не преследуй людей за старые обиды. И этой жизненной формуле, подсказанной племянником, известный ученый и поэт старается следовать. Приглашаем на сцену Нурмухамеда Шабалиевича Хисамова. Добро пожаловать. Я рад за нашу республику. Ей повезло в прокурорах. Вот 3 поколения перед глазами моими, так сказать, формировалось как профессионалы, и республика гордится своими великими деятелями, своими сыновьями. Из поколения в поколение передается опыт, навыки, вот как Кафим Фахразиевич сказал, навыки порядочности, прежде всего. Мен үзімнің туған Чупралы районам үшін шатман. Ол yıldan yılga degендей, 10 yıldan 10 yılga üzünün şuшы büyük olan kadirler iske ala, ananı isteliğin saklı kadirler. Bizim beylenişimiz indi buna ali yaktırıldı.
kişini alıp barışının kırış yüzünde ayı Mina'nın enisi bilen bir tuğan abisi. Şunlukta birge üsttük biz. Bizning etiyimiz bek okumaslı kişiydi. Hem bek kırıs kılıklı. Maksimalist namus degan tushunchaga qarata talabda. Buna bunda bir ana rasmi çıktı. Yaş kişi. Gimnazist kiyiminden birge bula, yaki padişah zamanı resmi hizmetkari formasından Ol Tiflis'te general gubernatörda dip kuryer hem tercümeçi oluşlu. Anın bu gazete pozisi oluşuşundu zor kitap bile oturaydı. Ömür boyu okudu. Seyfihan susunu külübüstü. Hadisi indi helak bulganga Vatan Savaşı'nda. Hadisi iskitkeç güzel kişiydi. Biz onu cisni diyerge kızganaydık, biz ona abi diyeydik. Neşektir bir tuğanga indeşken sıman. Seyfihan hadisinden de, enisinden de sözünde sıfatlar aldı. Namus diyen ondan edindi bir kadar yetim, balaga karagan kebikte karlıydı. Kaybır kayıpları için cezalamıydı. Tege nişektiler, bir kadar kızgana bir şekilde снисхождение bilen harıydı. Seyfihan Susu mektebine uzak üstü. Min onun bir küp tegenliklik, yigitlik, irlik sıfatlarında ana Susu terbiye, Susu mektep şabılar hepsini. Onun indi yürüyüş buluğunda bir kadar benim de gayibim var. Mineli yanağına aspirantur tamamlagan üniversitede Yurfakka Tarih Fakültesine yakın gelirlik tükülüydü. Bütün kollegalar aytik, imtihan almışlar meneki, men maksus sorab yürümedim. Lakin benim ilkeş bulgaç, anın layıklı yigit bulasına nişiktir aldan otusanış bildirdiler. Hudayga şükür. Anısı. Balaları turunda ettiler. İskitkeç güzel balalar kaldırdı. İki kızı, Ulu Ömer, Allah'ın ismi yandıradı. Hem bir küp küz yaşları kaldırdı bizge. Ben de kırız kişi. Lakin küz yaşım deyip olmayı Seyfihan turunda söz varganda. Ay, o pek vakitsiz gitti. 63 yaşta ben Anızato Meclisi'nde bulay degen idim. O peygamber yaşında gitti. Lakin bu bizni yuvata almayı. Çünkü vakitsiz gitti. Allah'ın bir gülüşleri kaldı. Uylanma niyetleri. Lakin suluk vakitte yaptığı istelik sulayuk yaşam faktörü.
Ol endi aramızda bulmasa da mine anın devamçıları Kafil Fahraziyeviç hem Yıldız Seyidoviç. Allah her vakit gönüllerinden anın bilen kengeşerler. Mine sülsü katlavulu vaziyette sinnişi haliflerin diyen gibi. Hem Allah gönüllerine solay sındırıp kalganlar ağardan gel iyilikli, bereketli kengeşler alırlar. Şükreli'den adaklı kişiler küp çıkan. Erdeminde daimi hizmet etişileri de anın susunday büyük ruhlu kişiler diyelim. Bir gene dedik Şükreli halkına hem elbette Münşeli halkına bakıtlı gelecek onlarının susulay respublikaya hem bütün Rusya'ya tanılgan bulup üsülerin dileyim. Bakıtlı bulunuz var. Решение поступать именно на юрфак было принято мною не потому, что вдруг захотелось стать юристом. Меня всегда волновали вопросы справедливости и неукоснительного соблюдения законов. Иногда мне лично приходилось сталкиваться с несправедливостью. Видел, как мои знакомые сталкивались с нарушением своих прав. Было горячее желание исправить положение. Так постепенно у меня родилось убеждение, что я должен стать юристом. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, организаторским способностям, Сафихан Хабибулович прошел большой путь от помощника прокурора Дрожжановского района до прокурора Республики Татарстан. А в 2000 году был назначен председателем Конституционного суда Республики Татарстан. Приглашаю на сцену заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Рамиля Анваровича Шарифуллина. Уважаемые земляки, родственники Сафихана Хабибуловича, для многих из нас, работающих в настоящее время в судебной системе, Сафихан Хабибулович остается в памяти не только и не столько как председатель Конституционного суда, первый председатель Конституционного суда, председатель Конституционного суда в одном из немногих субъектов Российской Федерации в то время, как человек, который начал, организовал работу, обеспечил фактически материально-технические условия для существования и функционирования Конституционного суда, создал, набрал аппарат достойных людей, которые в настоящее время продолжают работать в Конституционном суде. Но прежде всего, мы его запомнили прокурором 92-2000 годов. Кто помнит, наверное, да, то время, можно сказать, что работникам правоохранительных органов, прокурорам, судьям, следователям, только за то, что вот они достойно проработали это время, можно награждать, только за сам факт участия в работе в это время. Почему? Потому что я помню по работе в Верховном суде, у нас были годы, когда поступление дел по первой инстанции, это значит убийство, прекращающее обстоятельства, изнасилование, бандитизм и прочее, достигалось свыше 500
штук в год. Вот эти 500 дел, они должны были пройти через следователей прокуратуры Центрального аппарата, они должны были пройти через заместителя, первого заместителя Кафиля Фахразевича и через Сайфхан Хайбуловича. При этом могу сказать, что из них до десятка, наверное, из них несколько штук это были дела, которые шли по особо тяжким и где в последующем выносились приговора с исключительной мерой наказания. Причем эти приговора вот за это десятилетие у нас не отменялись. Когда задумываешься, откуда вот появляются такие люди, я, например, почему понял, как вот такой человек появился, и я прочитал вот книгу Кафиля Фахразевича, думаю, наверное, если бы, что это дало? Это прежде всего, конечно, земля, это тот несгибаемый чупрайлинский характер, это гены отца-матери, и это, наверное, его личное отношение к выполнению тех обязанностей. Где бы он ни был. На работе, в колхозе, на учебе, прокурором. Всегда вот все эти черты объединились и, наверное, позволили ему достичь этого поста и отработать, отслужить на нем достойно. Действительно служить закону. Мы, судейское сообщество Республики Татарстан, всегда с благодарностью принимаем. И в какой-то мере вам и завидуем, можно сказать, что вы достойно отмечаете вклад вот этого великого человека в деле служения правосудию. Хотелось бы еще сказать, что, наверное, Сайфхан Хайбулович, если бы не стал прокурором, я думаю, что вот в силу тех его личных характеров, его ген, то, что ему передала мать и отец, передали другие родственники, передала эта благословенная земля, наверное, он стал бы великим человеком и на другом поприще. Потому что, когда неделю назад вот мы проезжали на машине по Дрожжановскому району, значит, у нас машина, она в сантиметр, значит, покрылась благословенным, значит, черноземом, который мы довезли до города Пензы. Так вот, в Пензе чернозем не хуже, он лучше, там 30 сантиметров чернозема. Но там мы не видели ни тракторов, ни машин, ни людей. Я говорю, слушай, мы вообще-то едем-то по нормальной дороге или, может, говорят, тупиковая, слушай. Потом оказалось, нет, нормально, мы приехали в Пензу. Поэтому иногда зависит не от чернозема, а от людей, которые живут, которые работают. Поэтому я, во-первых, горд, что есть такой район, есть такие наши земляки, чупрайлинцы, которые, я думаю, что Нафиев, Сайфхан Хайбулович и другие великие люди, которые здесь есть, они не последние. С вашим характером, с вашим умением, с вашим трудолюбием будут еще другие сайфиханы, будут другие прокуроры, председатели судов. И самое главное, чтобы побольше среди них было инженеров, тех людей, которые создают все наше производство, поднимают нашу Россию, наш Татарстан. Спасибо вам, что вы так вот отмечаете память великого человека. И спасибо родственникам Нафиева, что вы есть такие. По мнению президента Академии наук Татарстана Мансура Хасановича Хасанова, Сайфхан Нафиев был незаурядным государственным деятелем, для которого долг перед Отечеством, долг перед Родиной был превыше всего. О таких людях говорят лицо эпохи. На сцену приглашаю Васина Александра Григорьевича, руководителя аппарата Конституционного суда Республики Татарстан. Уважаемые участники торжественного заседания, совещания, позвольте мне от всей души передать те теплые поздравления, которые просил мне высказать председатель Конституционного суда Республики Татарстан, действующий председатель Виктор Николаевич Демидов и весь коллектив Конституционного суда Республики Татарстан. Должен сказать, что память об этом человеке, о Сайфхане Хайбуловиче Нафиеве, она, можно сказать, пропитана в нашем здании и в тех наших традициях, которые были заложены именно Сайфханом Хайбуловичем. Конечно, многое меняется за эти годы в работе суда.
Но должен сказать, что вот основные такие моменты, которые связаны в первую очередь с особым отношением к нашим посетителям, гражданам, которые обращаются в Конституционный суд, это вот все было заложено Светланом Хагуловичем. Именно он поставил на рельсы работу Конституционного суда лицом к гражданам, лицом к заявителям. Я уже сказал, меняются технологии, появился официальный сайт. Сейчас любой гражданин может по интернету, через нашу интернет-приемную электронную, обратиться в суд. Конечно, тогда, когда мы начинали в 2000 году, ничего этого не было, но, несмотря ни на какие технологии, смысл остается главным. Человек превыше всего. И Светлан Хагулович сам всегда общался с гражданами, лично проводил прием, всегда стремился помочь советам. Естественно, там, где это была компетенция Конституционного суда Республики Татарстан, мы оказывали соответствующую юридическую помощь, соответствующую давали консультацию. И все эти традиции, они, в общем-то, свято сохраняются. И именно на это вот хотел обратить внимание, чтобы я донес и до вас, Виктор Николаевич Демидов, и все, в общем-то, все судьи и сотрудники аппарата. Повторяю, мы пропитаны тем духом, который вот при рождении Конституционного суда заложил Светлан Хагулович. Я хочу подчеркнуть, что и не только, конечно, работа с гражданами. Очень многие, ведь поскольку это новый был орган государственной власти, закон о Конституционном суде, он и был только апробирован, обкатан непосредственно в работе, когда сам суд создавался. И, конечно, там не все было гладко. Некоторые моменты, которые были заложены, закон был создан в 1992 году, а суд был создан в 2000 году. Некоторые моменты в законе были заложены в некотором смысле абстрактно. И когда они столкнулись с практикой, мы выяснили, что многое нужно поменять. И Сафикан Хагулович и многое сделал для того, чтобы суд преобразился. И компетенция Конституционного суда выросла. Мы получили, например, такое полномочие, как право официального толкования Конституции Республики Татарстан. Только Конституционный суд обладает таким правом. Это было сделано именно при Сафикане Хагуловиче. Или, например, проверка конституционности актов органов местного самоуправления. Это тоже было сделано при Сафикане Хагуловиче. Вот этот его творческий настрой, всегда исключительно ответственное отношение к работе, оно и стало причиной вот именно такого деятельного отношения, в том числе вот и к правовой материи. Я, конечно, не могу вспомнить и о его огромнейшем вкладе во время конституционной реформы 2002 года, когда Сафикан Хагулович отстаивал очень многие положения, связанные с реформированием Конституции, и особенно в той ее части, которая касается главы прав и свобод человека и гражданина. Вот. Разные были предложения, но именно то, которое в наибольшей степени отражает правозащитные устремления, было отстаивалось и было поддержано, которое предлагал Сафикан Хагулович, отстаивался Сафикан Хагулович, было в конечном итоге поддержано и нашло отражение вот в новой редакции, в действующей редакции Конституции Республики Татарстан. Конечно, очень много хочется сказать об этом замечательном человеке. Вот. И действительно его вклад, то, что сейчас Конституционный суд, сейчас конституционное правосудие в нашей республике действует эффективно, то, что оно востребовано, в этом без всякого преувеличения огромная заслуга Сафикана Хагуловича. И я бы еще очень хотел подчеркнуть, что, конечно, работа в органах правосудия, она во многом отличается от деятельности от прокурорской деятельности. Система управления в органах прокуратуры, она построена на принципе единоначалия, а работа в суде это построена на принципе коллегиальности. И было, конечно, очень здорово видеть, как Сафикан Хагулович, в общем, пропитанный, четверть века он провел в прокуратуре, и как виртуозно, как грамотно, насколько глубоко, профессионально он умел соединить разные точки зрения судей, умел это все быть такой консолидирующей силой и направить работу таким образом, чтобы она была изначально конструктивной, не на разлад, всегда подчеркивал не то, что разъединяло мнение судей, а именно то, что объединяло. И из этого потом выкрестовывались наши взвешенные итоговые решения. Это, конечно, тоже большая заслуга в том, что вот согласие в суде, согласие в судейском корпусе, именно интеллектуально имеется в виду согласие,
оно действительно вышло на первый план и позволило нам принимать те решения, за которые не стыдно и которые делают имя Конституционному суду Республики Татарстан. Я думаю, даже не думаю, а уверен, что наше ответственное отношение к работе, наше в некотором смысле равнение на Сафикана Кабулыча, умение привнести в нашу работу те методы и то отношение, которое он испытывал в своей работе, и будет достойно памяти этому замечательному человеку. Спасибо. За плодотворную многолетнюю работу он был награжден орденом «Знак почета», медалью, почетной грамотой Республики Татарстан, удостоен почетных званий заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист АССР и имел классный чин государственный советник юстиции 2-го класса. На вечер встречу приехала поэтесса Лера Габдрахманова Тарханова. Просим вас на сцену. Hayırlı gün, hürmetli şükreliler, hürmetli konaklar, Sadihan Kabulovич'in çocukları. Min sözümde neden başlarga da bilmeyim, şu kadar dostunamı. Sadihan Kabuloviç bilen 1996 yıldan beri tanış hem birge şartlı hizmet koygan kişi. O yıllarda Tatarstanda iki devlet dili, Rus dili hem Tatar dili zakon boyunca devlet dili bu yürgenge göre bütün resmi kağızlar hem dokumentlar Rusçada, Tatarçada yazılaydı. Men tercümeçi olarak Sadihan Kabulovich'in prokuraturada işlegende de, Konstitusiya sudunda işlegende de bütün dokumentlerin diğerini tercüme ettim. Biz şundan oralaşıp gittik. Hem Sadihan Kabulovich neydigine 40 kişi bulsa da lakin o talepçen kız, usal kız tügülüydü, talepçen kız. Mena bolgan münasebette onun bir yılı buldu. Şuna göre mende ona karata şartlı şiirler tudu. Men hazır sizge şu şiirlerinin birisinden kıskartılgan variantını okup gitmekçi bolam, çünkü o uzun deb yazılgan, alar ul şiirler birnece, siz alarını okup bilesizdir kitaplardan. Kafil Fakraziyevich çıkargan kitapta da basılıp çıktı. Münçeli Ağlı turunda yazılgan kitapta da kaybirleri basılıp çıktı, hem benim fikirlerim de yazıldı. Elimin Münçelilerini özümün yaktaşlarım dip de hissetliyim, çünkü bizler turunda hem Münçeli turunda yazılgan kitaplarını işlegende şartlı ilişkirken kişinin. Şuna göre men bek şartmın sizni qabat görüme. Biraz görmey tursam şaltıratıp, tavuşumni tınlap yuvandım. Şayrışıp söyleşken sözge de bala çağa kebip koğandım. Kulağımda hamam yangırap tıra, rahatlanıp gülgen tavuşum. Her bir sözün sirli muğu bilen көңіліме қалды яушып. Keyfin gitken şaklarını görüp, bir жылуым çıksa yüzüme, üte тұрған, barda üte тұрған diyeydim qarab yüzüme. Artık meşakkatli çağında da karşı aldım yüzün açılıp, mena ışandırgan sözlerimni söylerim kayşak aşınıp. Bir sukmaktan günde yürsek de biz, izleri bir yaş tura gelmedi. Bir gün uçraşından soğugasıdır deyip, bilmedimle, sen de bilmedin, elle sizindin mi? Gitken şakta kabat kabat burulup karadın, üzün atlamağaç mena taban, men de sana karşı barmadım. Ügünüşke kalayken şulay, uylap jittirmegen adımlar, güleş yüzün, tapkır şayan süzün, hatırlarga uyulup kaldılar. Mine eli kızganış, şuşunday şahıslarımız bek irte kitip bara. Eli
ул яктан гына түгел, безнең авылларыбызда бетеп бара. Менә сез прокурорлар кайбер эшләрне тикшергәндә, шуңа да игътибар итсәгез иде. Әзрәк менә шу авылларны һәм мәктәпләрне саклап калуда өлешегезне кертсәгез иде. Минем йөрәгемне яндырган таң бер шигырьне укып китәсем килә. Туган авылыма кирип киләм, күңелемә ятты моңлы көй. Тик моңнарым күчте әрнүләргә, авыл тулы нурсыз ялгыз өй. Җиргә сеңеп барган бу өйләрнең гөлләре юк тәрәз төбендә. Йолдызлар да хәтта җимелдәми моңсыз калган авыл төнендә. Җимерелеп яткан һәр нигезне тузан итә язмыш давылы. Бәгырьләрне кисә шомлы уйлар. Бетеп бара татар авылы. Бетеп бара авыл, бетеп бара. Исеме калыр бәлки телләрдә. Тистәләгән бала урынына җилләр уйный ялгыз өйләрдә. Әле яңа гына кичә безнең телдә бар табадан төшкән дигән сүз язучылар телендә. Табадан төшкән Карлыган белән чия дигән балалар китабы чыкты. Анда бик тәрбияли шигырьләр, тавышлыклар һәм башка төрле шигырьләр язылган. Менә шушы китапны һәм Багышлаулар дигән китапны, анда Сәйфихан Кабуловичка багышланган шигырьләр дә бар. Мин беренче мәктәп китапханәсенә тапшырыр идем. Бик зур рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Киләчәктә дә очрашулар насыйп булсын. Сейчас хочу пригласить на сцену первого заместителя председателя Союза писателей Республики Татарстан, поэта, лауреата литературной премии имени Хади Такташ, одна сельчанина Сафихана Хабибуловича Рамис Айматов. Нидер көтә бар да, онытылып дөнья ахзарыннан, китәлмичә тора поезларда, актарылган күңел вокзалымнан. Вагон-вагон сагышларым тора, тукталган да йөрәк перронында. Ярты юлда изелеп калган кебек, көпчәкләрнең серле җырымында. Сүзсез ак сүрәме, ни язылган, аккышларның киткән юлларында. Туктап калган кышлар көтүедәй, күтәрелеп киткән елларымда. Сүрәнәйгән мәллә карашлар да, үзе таныш дөнья, үзе ят та. Туктап калган ни мөгҗиза көтеп, ярылырга торган йөрәк хәтта. Аш бүредәй ташланган да дулкын, катып калган язмыш өнсез ярда. Вакытларның кайсы мизгеле бу? Ярты юлда бар да. Без бүген шундый заманда, шундый чорда яшибез ки, ярты юлда гомерләр зилә. Башлаган зур эшләребез ярты юлда изелеп кала кебек. Күрәсең, күкләр кануны, күкләр законы, җирләр законы белән каршылыкта бергәләшәдер кебек. Һәм менә шундый вакытларда закон сагында торган, кануннарга хезмәт иткән изге кешеләр турында уйлап куясың. Мин шул чакларда үземнең якташым, авылдашым Сәйфихан Хабибулович Нәфиевне уйлап куям. Безнең Мунчали авылы бик күп талантлы шәхесләр белән дан тота. Алар арасында шагыйрьләр дә, язучылар да бар, театр артистлары, җырчылар. Шушы данлыклы шәхесләр арасында Сәйфихан Нәфиевнең үзенең алыштыргысыз урыны бар.
Һәм менә аны искә алу Чүпрәле җирлегендә шулай традициягә кирип киткән икән, бу һич кенә дә урынсыз һәм тикмәгә түгел. Димәк, моның җирлеге асылы бар. Мин әле чагыштырмача яшьрәк буын вәкиле Сәйфихан Нәфиев белән бик якыннан аралаштым, аның белән дуслар булдык дип, андый бәлки истәлекләрем дә юктыр. Ләкин шулай да аның белән миңа якыннан аралашырга, күрешергә, очрашырга насыйп булды. Ул безнең Казандагы Чүпрәле якташлар җәмгыятенең утырышларында булды. Ул һәр вакытта да үзенең бер шундый якташ буларак җылы мөнәсәбәтен белдереп куядыр иде. Бәлки ул җылы мөнәсәбәт, бәлки теге бик артык тиши дә бик башкача булгандыр, бәлки бераз салкынрак та булгандыр. Ләкин шушы салкынлыкның бер үзенә күрә бер горурларча җылылыгы бар иде. Мин һәр вакытта да шундый якташым булу белән горурланып яшәдем. Һәм ул минем күңелемдә гадел, намуслы шәхес булып кирип калды. Сәйфихан абый Гөлсинә апа белән бик матур гаилә кордылар, бик матур балалар үстерделәр. Һәм бәлки ул үзенең тормыш иптәшенә Гөлсинә апага "Син минем җанымның яртысы" дип әйткән чаклары да булгандыр. Хәзер мин менә шушаларның мәхәббәтләрен аз сызыклап, үземнең сүзләремә иҗат ителгән бер җырымны да бүгенге искә алу мәҗлесендә башкарасым килә. Син минем җанымның яртысы. Безгә вайдырмас бархана, беркемдә кер алмас арага. Хәсрәтне бүләр без икегә, чит якларда салса ярага. Мин сине гомерем буена, ышырлап барымы җирдән, эзелсә барасы юлларым, күремем мин күпергеләрдән. Дөнья бу бармы югел тигез, шатлык бар тормышта кайгы бар. Ал кояш булып мин балдырман, күргеңне капласа балыклар. Мин сине гомерем буена, ышыклап барырмын җилләрдән, эзелсә барасы юлларым, күрермен мин күпергеләрдән. Мин сине гомерем буена, ышыклап барырмын җилләрдән, эзелсә барасы юлларым, күрермен мин күпергеләрдән. А каким он был папой, отцом, дедом? Его единственный сын выбрал профессию отца, работает в прокуратуре Казани, города Казани. Я хочу пригласить на сцену сына Сафихана Нафиева, Гумара Нафиева. Дорогие друзья, дорогие земляки, коллеги, мне много чего хочется сказать. Но хотелось бы сегодня единственное сказать слова благодарности вам от всей семьи, от детей, от внуков, внучек, теперь уже и правнук родился. Спасибо вам за ваши теплые воспоминания, за добрые слова, которые звучали с этой сцены. Да, я думаю, и все на эту сцену выйти не смогут, но большое вам спасибо всем. Кафир Разевич, вам огромное спасибо за издание уже второй части продолжения книги «Служил законом». Теперь на новой работе, наверное, вы здесь рассказали пару историй, коротких. Теперь на новой работе, наверное, у вас будет побольше свободного времени. Может быть, мне повезет к вам попасть и послушать еще что-нибудь, потому что вы бок о бок работали
большой период. Илдус Саидович, вам огромное спасибо за вашу оценку характера держановских людей, которые здесь родились, родятся еще, живут, работают. Рамиль Анварович, вам тоже за то, что так оценили характер. Почаще приезжайте сюда и поближе узнаете еще, может, что-то получше. Александр Валерьевич, спасибо огромное вам за продолжение, которое Тимур Дмитриевич, Таврик Валерьевич начали этой традиции памяти отца за турнир по борьбе. Да, отец, он любил спорт и занимался сам борьбой. В молодости, вот здесь присутствует Мамеджановый, это самый близкий друг моего отца. Они познакомились не только в школе Парижа, а, по-моему, не по-моему, а точно, они боролись на одном из сабантуев, по-моему, даже на абсолютно. Ну, Мамеджановый, вы, по-моему, проиграли тогда. У меня такие силы. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за теплые воспоминания. Спасибо всем большое. Şuşuyattan şuşu topraktan biz Gider alsak düzlenir yapa Dağlar çılap, çişmeler şılap Eriyen güller yıllar ıslaka Dağlar çılap, çişmeler şılap Eriyen güller yıllar ıslaka Dağlar çılap, çişmeler şılap Eriyen güller yıllar ıslaka Şuşuyattan şuşu topraktan biz Şitke yüzek şuma türedi Şişme şılap, yiyem güler yılap Dallar cıllap düşke güledi Şişme şılap, yiyem güler yılap Dallar cıllap düşke güledi Şişme şılap, yiyem güler yılap Dallar cıllap düşke güledi Şişme şılap, yiyem güler yılap Dallar cıllap düşke güledi Şişme şılap, yiyem güler yılap Dallar cıllap düşke güledi Şuşuyattan kız ne güzel kalsın Miras bulup alsın yeşlerge Şuşuyattan, şuşu topraktan biz Şu toprakta yazsın yeşergen Şuşuyattan, şuşu topraktan biz Şu toprakta yazsın yeşergen Şuşuyattan, şuşu topraktan biz Şu toprakta yazsın yeşergen Şu toprakta yazsın yeşergen Şu toprakta yazsın yeşergen Где бы он ни работал, какой бы пост ни возглавлял, везде его вспоминают как доброго, строгого, требовательного, прежде всего к себе умного, талантливого, справедливого, грамотного руководителя. Со всеми он умел строить добрые взаимоотношения. Близкие ему люди уверяют, что он собирался написать воспоминания, проанализировать,
опыт своей работы, но не успел. Уважаемые друзья, сегодня, заканчивая вечер, хочется сказать об этом уникальном человеке, что прожил он недолгую, но счастливую жизнь. У него была любимая работа и теплый дом, заполненный любимыми людьми. Он построил дом, посадил дерево и не одно, вырастил сына, который продолжает дело отца. Его все помнят. Вечная память ему. Всем огромное спасибо. Дорогие друзья, уважаемые гости, мы прибыли на родину нашего земляка Сайфихана Хабибуловича, село Мачалей. В год празднования его юбилея на фасаде здания школы была установлена мемориальная доска. И по просьбе жителей села Мачалея была установлена и мемориальная доска нашему великому драматургу Туфанову Минулину. Это два великих человека, которые внесли свой огромный вклад. Раньше здесь была аварийная школа, и они нам помогли выделить средства для строительства новой школы. Сейчас в этом здании, это здание, можно сказать, многофункциональный центр. Здесь и библиотека, и школа, и фельдшерско-акушерский детский сад. Уважаемые друзья, я прошу еще раз, давайте вспомним нашего земляка и возложим цветы к этой мемориальной доске. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, дорогие участники турнира на кубок Сайфихана Хабибуловича Нафиева, подошел к концу этот спортивный, зрелищный праздник. И настало время подвести итоги нашего традиционного турнира. Для награждения на ковер приглашаются победители весовой категории до 32 килограммов. Амирханов Данил, Сяхин Николай и Акимов Алексей. Мы попросим Гафиля Багразевича осуществить награждение самых молодых спортсменов нашего турнира. Победителям вручаются дипломы, ценные подарки и, конечно же, медали победителей. Для награждения на ковер приглашаются победители весовой категории до 36 килограммов. Чикмарев Николай, Матаки, Камалов Раиль, Старый Какерли и Низамов Дидар, Шланги. Прокурор Республики Татарстан Ильдус Саидович Нафиков.
На ковер приглашаются борцы весовой категории до 40 килограммов. Устырев Николай, Большая Оксана, Зайнетдинов, Фамис, Мастерское сельское поселение, и Затиханов Инна, Мастерское сельское поселение. Награждение победителей весовой категории до 40 килограммов проводит председатель исполкома Федерации национальной татаро-башкирской борьбы «Гряж» Хайруллин Равиль Гарипулович. Вручаются медали. Для награждения приглашаются борцы, победители весовой категории 43 килограмма. Айметдинов Раим, малая цена. Махмудов Ринат, награждение победителей весовой категории 43 килограмма проводит руководитель аппарата Конституционного суда Республики Татарстан Александр Львович Васин. Дипломами первой, второй, третьей степени и ценными призами. Победители весовой категории 46 килограммов. Камалов Раим, малая цена. Батурин Раис, старая камера. Низамов Ишан, техникум отраслевых технологий. Награждение проводит начальник отдела прокуратуры Республики Татарстан, мастер спорта международного класса Кулфенов Ривкат Анжербекович. Категория 50 килограммов. Забитов Игнат, техникум отраслевых технологий. Сафин Михан, шланги. Низамов Наим, малая цена. Награждение проводит прокурор Крыжановского муниципального района, ответчик Алмаз Эльвизович. Медали. Дипломы первой, второй, третьей степени и ценные подарки. Категория 55 килограммов. Хайруллов Цефет, Татбизна. Сулейманов Талир, малая цена. Абдулвалеев Играм, Каракетяне. Награждение проводит заместитель прокурора города Казани, сын Сайфикана Фагуловича, Гюрен Сайфикана. Победители награждаются золотыми, бронзовыми, серебряными медалями, дипломами первой, второй, третьей степени и ценными подарками. Весовая категория 60 килограммов. Багаутинов Имин, малая цена. Мугин Юрий, техникум отраслевых технологий. Бактеев Фарим, Каракетяне. Награждение проводит заместитель прокурора Республики Татарстан Галимов Казинур Сабизянович.
Победители весовой категории 65 килограммов. Устутинов Рамиль, Старые Какели, Шинкарев Алексей, Матаки, Камалов Раиль, Каракитяне. Награждение весовой категории 65 килограммов проводит глава Дружиновского муниципального района Александр Валерьевич Шатиков. Победителем получается ценные призы, дипломы, первый, второй, третий степени и весовой категории 70 килограммов. Козырев Ильмаз, Шаймазина, Азмуханов Раис, Старые Какели, Алимов Ильмир, Малая Цельна. Награждение победителей весовой категории 70 килограммов проводит прокурор Республики Татарстан Ильдус Заидович Нафиков. Победителям вручаются золотые, серебряные, бронзовые медали, дипломы победителей и ценные подарки. Победители весовой категории свыше 70 килограммов. Кустутинов Ингиз, Старые Какели, Идрисов Айрат, Старые Какели и Мухтаров Айрат, Малая Цельна. Награждение победителей весовой категории свыше 70 килограммов проводит Кафир Паназевич Амиров. На нашем турнире принимает участие проректор Татарского института содействия бизнесу Луиза Мазитовна Седова. Это наши партнеры. Ежегодно прокуратурой Республики Татарстан объявляется конкурс сочинений, и победителем этого конкурса сочинений победители награждаются направлениями, целевыми направлениями для учебы в высших учебных заведениях Республики Татарстан. И сегодня одно из таких учебных заведений ТИЗБИ представляет Луиза Мазитовна Седова. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Уважаемые организаторы и участники сегодняшнего мероприятия очень высокого нравственного накала, спасибо вам большое. Мне бы хотелось несколько слов добавить о той стороне деятельности Сайфихан Хабибуловича, о которой сегодня еще не говорили. Это был человек, не просто стоящий на защите закона, человек, который боролся с социальными недостатками, но это был человек высокой нравственной и эстетической культуры. В нашем вузе, который сегодня называется Университет управления ТИЗБИ, Сайфихан Хабибулович был членом ученого совета, и сегодня мы с отличницей и направленкой прокуратуры Гульнас привезли небольшие сувениры, подарки, и то, что вам сейчас Гульнас вручит, будет своеобразной визитной карточкой, когда вы приедете после окончания школы к нам поступать, значит, это у вас будет своего рода прохождение. От имени оргкомитета турнира мы выражаем огромную благодарность за помощь в организации турнира прокуратуре Республики Татарстан, за оказание
методической помощи. Выражаем слова огромной благодарности нашим судьям Гафиатову Атласу Хамидулловичу, зрителю музыкантской категории, отличнику физической культуры Республики Татарстан, Заляеву Рафкату Имамовичу, судье международной категории, отличнику физической культуры Республики Татарстан. Вручить нашим судьям наши ценные подарки – это книги. Спасибо вам за организацию турнира. Пришло время подвести итог и наградить победителей в командном первенстве. Для награждения мы приглашаем прокурора Республики Татарстан Идуса Саитовича Нафикова и главу Гржановского муниципального района Александра Валерьевича Шадрикова. Дипломом третьей степени награждается за третье место на районных соревнованиях по национальной спортивной борьбе «Кряч» среди юношей 96-2001 годов на кубок заслуженного юриста Республики Татарстан Нафиева Сейфихана Хабибуловича команда Марсовской школы. Дипломом второй степени награждается команда Старокакерлинской средней основной школы за второе место на районных соревнованиях. Дипломом второй степени и кубком имени Сейфихана Хабибуловича Нафиева награждается команда Малотемнинской средней школы. Мы еще раз от всей души поздравляем наших победителей, спортсменов и желаем больших спортивных достижений. До новых встреч на наших спортивных борцовских коврах.